Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие братья и сестры единобожники, с позволения Аллаха Субханаху ва Та'аля, мы с вами продолжаем читать книгу изучения ля иляха илляллах. И мы дошли с вами до 3 главы. Глава 3. Достоинство ля иляха илляллах. В сегодняшнем уроке, иншаллах, мы приведем вам слова Аллаха, слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и слова ученых, указывающие на достоинство ля иляха илляллах. Какое великое достоинство имеет ля иляха илляллах, к которому мы должны стремиться изучать, жить и умереть на ля иляха илляллах. Первое, с чего мы начнем, это со слов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля, который сказал: «Шахидаллаху аннаху ла иляха илля хуа валь малаикату ва улул илми каиман бил кист. Ла иляха илля хуа аль-азизуль хаким». Аллах засвидетельствовал, что нет Бога достойного поклонения кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость, нет божества, заслуживающего поклонения кроме Него, могущественного, мудрого. Обратите внимание, дорогие братья, что сам Всевышний Аллах свидетельствует о том, что нет божества достойного поклонения кроме Него. И поистине, дорогие братья, одного этого аята было бы достаточно на указание величия и достоинства ля иляха илляллах. И также достоинством тем, кто являются учеными, студентами, либо теми людьми, которые изучают ля иляха илляллах, живут на ля иляха илляллах и умирают на ля иляха илляллах. И валлахи, мы должны стремиться быть из числа ученых, так как их достоинства велики. Довод на то, что это великое стремление быть ученым раббани, который говорит слова истины, который говорит там, где Аллах его приказывает, и останавливается там, где Аллах ему приказал останавливаться, который разговаривает там, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разговаривал, и молчит там, где посланник Аллаха молчит. И это наши салафы, и мы должны стремиться быть из числа таких ученых, так как их достоинства велики. Довод этому то, что Всевышний Аллах после себя упомянул ангелов, а после ангелов упомянул ученых, что указывает на их достоинство. Также Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля приказывает каждому из нас: «О мусульманин, о муахид, о брат, о сестра, знай, что Аллах Субханаху ва Та'аля, обращаясь к тебе, говорит: фа'лям аннаху ла иляха илляллах». Знай же, что нет божества, кроме Аллаха. Знай, да помилует тебя Аллах, что самая великая обязанность, возложенная на тебя, о мусульманин, это таухид, это ля иляха илляллах. Это то, к чему мы должны стремиться, изучать, жить и умереть на ля иляха илляллах. И шейх Хамуд бин Укла аш-Шуайби рахимахуллах говорит: فإن أشرف وأجل وأعظم كلمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله أفضل ما نطق به لأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وشرع الجهاد والولاء والبراء. Аллаху Акбар. Посмотрите, дорогие братья, что говорит шейх. Поистине самая почетная, великая и возвышенная фраза – это слова единобожия. Слова «Ля иляха илляллах». Это лучшее из того, что когда-либо произносилось. Ради него Аллах сотворил творения, отправил посланников, ниспослал писания, установил шариатские законы и узаконил джихад, а также аль-валя, любовь и дружбу ради Аллаха, и валь-бара, отречение от многобожников. И далее шейх говорит: «Вахия калиматун, لو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت بهن كما في الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله». Это то слово, если взвесить его вместе с небесами и землей, окажется тяжелее небес и земель. Как сказано в хадите Абу Саида аль-Худри радийаллаху анху, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Муса сказал: о Господь мой, научи меня чему-либо, чем я буду поминать тебя и взывать к тебе». Аллах сказал: «Скажи, о Муса, ля иляха илляллах».
Муса сказал: «О Господь мой, ведь все твои рабы говорят это». Аллах сказал: «О Муса, если бы 7 небес и те, кто населяет их, кроме меня, и 7 земель были положены на одну чашу весов, а ля иляха илляллах на другую, перевесила бы ля иляха илляллах». И также шейх Абдурахман ибн Хасан рахимахуллах говорит: «Валь-Кур'ану мин ауалихи иля ахирихи юбайину хада, ва юкаррируху ва юршиду илейх». Коран от начала и до конца разъясняет это, то есть разъясняет достоинство ля иляха илляллах, разъясняет величие ля иляха илляллах. Коран от начала и до конца разъясняет это, подтверждает и указывает на него. И самым великим приказом Аллаха в Коране это приказ единобожия, приказ ля иляха илляллах. И Коран изначала, начиная из суры Аль-Фатихи и заканчивается сурой Аль-Ихляс, призывает к поклонению одному Аллаху, а это ля иляха илляллах, это таухид, это быть мувахидом, это поклоняться одному Аллаху субханаху ва тааля и не приобщать ему в сотоварищи никого, отвергнуть все божества, кроме Аллаха субханаху ва тааля, отвергнуть все, к чему поклоняются помимо Аллаха. И начиная с суры Аль-Фатихи и заканчивая сурой Аль-Ихляс, Аллах субханаху ва тааля призывает к поклонению одному Аллаху, одному Ему, чтобы мы поклонялись, и предостерегает от поклонения другому помимо Него. А самые любимые восхваления, которым восхваляют и прославляют Аллаха субханаху ва тааля, это слова таухида, это слова ля иляха илляллах. Понимать это великое слово и поклоняться единому Аллаху, держаться от многобожия и многобожников – это обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки. И каждый мусульманин обязан изучать и обучать своих детей ля иляха илляллах. И обучать своих детей с малых лет ля иляха илляллах, чтобы они знали своего Господа, чтобы они знали ля иляха илляллах, чтобы они знали принципы ля иляха илляллах, чтобы они были мувахидами, поклоняющимися только Аллаху субханаху ва тааля, отвергающие тагутов всех мастей, будь это тагуты, которые правят не по закону Аллаха субханаху ва тааля, будь это тагуты, которые в могилах, будь это тагуты, которые Будды, либо другие, которым поклоняются помимо Аллаха субханаху ва тааля, чтобы мы растили своих детей на ля иляха илляллах, на принципах ля иляха илляллах, на принципах, которые зиждется ля иляха илляллах. Всевышний Аллах сказал: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Мы не послали до тебя ни одного посланника, не внушив ему: нет божества кроме меня, так поклоняйтесь же мне. Все посланники Аллаха алейхимуссалату вассалам были посланы с этим призывом, и все пророки алейхимуссалату вассалам предупреждали свой народ этими словами, этим словом, который ля иляха илляллах. Всевышний Аллах говорит: «Ан анзиру аннаху ла иляха илля ана фаттакун». Предостерегайте тем, что нет божества кроме меня, бойтесь же меня. И на величие этого слова указывает то, что сам Аллах засвидетельствовал этими словами, и лучшие из творения Аллаха засвидетельствовали этими словами. Как сказал Всевышний Аллах: «Шахидаллаху аннаху ла иляха илля хуа валь малаикату ва улул илми каиман бил кист. Ла иляха илля хуа ля азизуль хаким». Аллах свидетельствует, что нет божества истинного кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества истинного кроме Него, могущественного и мудрого. Ибн Каthир, комментируя этот аят, сказал: Аллах свидетельствует, и достаточен Аллах как свидетель, ведь Он является самым правдивым и справедливым свидетелем. Он засвидетельствовал «Аннаху ла иляха илля ху», что нет божества достойного поклонения кроме Него, что Он обладает божественностью для всех творений, и все они являются Его созданиями и рабами, нуждающимися в Нем, в то время как Он не нуждается ни в ком. И имам Ибн Аль-Кайим, да помилует его Аллах, говорит: «Хадихи аджаллу шахада, ва а'замуха ва а'далуха, ва асдакуха мин аджли шахиди би аджли машхудин бих». Аллаху Акбар. Это самый почтенный, самый великий, самый справедливый и самый верный свидетель из лучших свидетелей к лучшему свидетельству, а это ля иляха илляллах. Эти его слова передаются в Мадариджус Саликин в 3 томе, странице 313.
И знайте, о дорогие братья, весь шариат построен на основании слов «Ла иляха илляллах». Вся религия основана на правах этого слова. Все награды зависят от этого слова. Все наказания обусловлены пропуском, кратостью и недостатком этого слова. Это слово имеет свое место, оно превосходно, и оно имеет много достоинств. Это слово является основой ислама и первым столпом ислама. Без этого слова не принесут пользу дела, кто не знает и не соблюдает столпы и условия «Ла иляха илляллах». Тот, кто не соблюдает условия столпы «Ла иляха илляллах», тот не является мусульманином. И передается от Самура радийаллаху анху, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ахаббуль калями илаллахи арба'а, субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха илляллах, валлаху акбар, раваху Муслим». Самыми лучшими и любимыми словами перед Аллахом являются 4 слова «Субханаллах», «Альхамдулиллах», «Ла иляха илляллах» и «Аллаху акбар», передал имам Муслим. Всевышний Аллах также говорит: «Ва альзамахум калимата таква», и возложил на них, то есть верующих, слова богобоязненности. Слова богобоязненности – это слова «Ла иляха илляллах». Как Всевышний Аллах говорит: «Фамай якфур бил-тагути ва ю'мин биллахи факад истамсака бил-урватил вусқа лан фисама лаха». Тот, кто отвергает тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Обрати внимание, мой дорогой брат, моя уважаемая сестра, что Всевышний Аллах упомянул неверие в тагута перед тем, как уверовать в Аллаха. И не действительно вера без проявления неверия в ат-тагута. Жить в соответствии этого, действовать в соответствии этого и умереть на этом. И каждый должен изучать «Ла иляха илляллах» и жить по этому и умереть на этом. И кто оставит без внимания, не изучая и не практикуя неверие в тагута, тот не почувствует запах имана. А тот, кто будет изучать и проявлять неверие во все, чему поклоняются помимо Аллаха, тот с дозволения Аллаха субханаху ва та'аля войдет в рай. И я думаю, иншаллах, сегодня на этом остановимся и продолжим на следующем уроке. Хаза валлаху а'лам, ва саллаллаху аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджма'ин.